Ассаламу алейкум и сянмасыз. И здравствуйте. Пятница, значит, на канале Татары мира Ренат Хабибуллин и Татары сквозь время. В прошлом выпуске мы с вами говорили о Крымском ханстве, познакомившись с тем, что из себя представляло это государство после распада Золотой Орды. Сегодня мы продолжим наш краткий экскурс по Крыму. Важным этапом становления величия Крымского ханства стала победа 1502 года над Большой Ордой. По сути, это событие стало победой одной части чингизидской ветви гиреев над намаганами, другой ее ветвью. Правитель шейх Ахмад был сброшен с правления Большой Орды Менгли-Гиреем. Победитель не ограничился военным разгромом соперника и в соответствии с обычаем присвоил себе также и все регалии власти поверженного врага, провозгласив себя ханом не только лишь одного Крыма, но и всей Великой Орды. Таким образом, крымский хан формально унаследовал права на все бывшие ордынские владения. Эти претензии не объяснить заурядным экспансионизмом, ибо вся внешнеполитическая деятельность Крымского ханства убедительно показывает, что гиреи не ставили перед собой задач захвата и удержания чужих территорий. Крым славился как серьезная сила, способная наносить разрушительные военные удары. Однако, сознательно стремясь ослабить ту из соседних держав, которая на данный момент наиболее усиливалась, крымские ханы не проявляли интереса к завоеванию земель и расширению собственных границ. Мотивы их борьбы за ордынское наследство заключались в ином. Основная задача крымцев сводилась к тому, чтобы сместить соперничающее чингизидское семейство с ордынского престола и самим занять его место. Окончательно победить Орду было возможно, лишь став ее правителем. Лишь эта мера, а не военные акции, позволили бы гарантировать неприкосновенность владений гиреев. Эта борьба ветвей чингизидских семейств не закончилась с победой 1502 года и продолжалась в соперничестве за влияние в тех государствах Поволжья, что возникли после распада Улуса Джучи, в первую очередь в Хаджитарханском, Астраханском и Казанском ханствах, а также в Ногайской Орде. Достигая в этой борьбе значительных успехов, гиреи год за годом приближались к цели, пока не вмешалась третья сила и не разрушила все их планы в свою пользу. Великое княжество Московское, которое само долгое время являлось ордынским вассалом, тоже вступило в борьбу за земли Поволжья. Его стратегия сильно отличалась от стратегии Крыма, ибо целью Москвы была классическая территориальная экспансия. Не будучи чингизидами, московские правители, естественно, не могли претендовать на династическое старшинство среди здешних правителей. И потому, в отличие от гиреев, стремились не к формальному подчинению волжских ханств, а к полной их ликвидации и присоединению их территорий к своему государству. С падением Казани и Хаджитархана под ударами Москвы эти волжские государства оказались не просто лишены самостоятельности, но и перестали являться субъектами международных отношений. Гиреи в этом смысле потеряли политических партнеров, с которыми можно было выстраивать систему мирных вассальных договоренностей. Отныне единственным субъектом права на северо-восточных границах осталось Московское царство, в отношениях с которыми апелляции к законам Чингисхана теряли свою силу. В этой связи прежняя тактика действий Крымского ханства теряла свой смысл. Однако же по-настоящему идея возобновить Казанское и Астраханские ханства никогда в XVI веке не умирали. Крыму, чтобы вернуть Казань и Астрахань, требовалась помощь Османской империи. В первой половине XVI века Москве и Стамбулу, по сути, было еще не о чем спорить, потому что зоны их экспансии пока что еще не соприкасались. Зато у обеих этих держав был общий и весьма серьезный враг – Польша. Потому османы, нуждаясь в помощи русских против поляков, поначалу довольно неприветливо смотрели на враждебные шаги крымских ханов против московского государства. Так было, например, с московским походом Мехмед-Гирея I, который выступил на Москву вопреки прямому запрету османского султана, настаивавшего, чтобы хан вместо того направил свои силы против польского короля, то есть на украинские владения Речи Посполитой. Вот и Давлет-Гирей, наблюдая за падением волжских ханств, понимал, что в большую войну с Московским царством Османская империя откажется ввязываться при любых обстоятельствах. А без османской помощи разгромить Москву было уже едва ли возможно,
потому что к этому времени уже стал постепенно проявляться дисбаланс в уровне русских и крымских вооружений, который впоследствии лишь усугублялся и в итоге привел к роковым последствиям. Дело в том, что в Москву начало постепенно проникать европейское огнестрельное оружие, тогда как крымская армия все еще вооружалась по старинке, по ордынскому образцу, основываясь на многочисленной, но легковооруженной коннице. У турок-османов, в отличие от Крыма, был примерный паритет с русскими в этой гонке вооружений. Турецкие пушки в свое время очень помогли Крыму в борьбе с Ордой. С тех пор огневая мощь ханского войска всецело находилась в руках османских отрядов, которые выделял ханом из числа своей несметной армии султан. Но в этом и заключалась проблема, потому что когда Турция не могла или не хотела делиться своими солдатами, в распоряжении крымского войска оставались лишь их собственные луки, сабли или в лучшем случае малочисленные и дефицитные ружья. А собственных артиллерийских подразделений крымские ханы так никогда и не создали. Этот неестественный дисбаланс продолжался до самого конца истории Крымского ханства и в XVIII веке имел катастрофические последствия. А сейчас было ясно, что шансы разгромить Московию без помощи Турции были крайне призрачны, и рассчитывать на помощь Турции в этом деле не приходилось. В том, что с Москвой трудно будет бороться без участия османов, Девлет-Гирею I довелось убедиться лично. В 1571 году, воспользовавшись необычайно успешным стечением обстоятельств, хан смог не только дойти до Москвы, но и сжечь ее. Описание очевидцев этого события главным образом европейцев полны величественных живописных картин пылающей Москвы, которая быстро и ярко сгорела дотла. Успешного похода Девлет-Гирея 1571 года хватило для того, чтобы началась Вторая Черемисская война, вызванная восстанием марийцев против русской власти. Девлет-Гирей сообщал, что сжег Москву, мстя за Казань Хаджи-Тархан. Он требовал передать территории ханств под контроль крымцев. Крымский хан, возобновляя амбиции Мухаммад-Гирея и Сахиб-Гирея, считал законными юртами Гиреев и Казань и Хаджи-Тархан. После сожжения Москвы крымцами Иван IV Грозный был согласен отдать Хаджи-Тархан, и тоном вассала интересовался, на каких условиях хан согласен принять юрт, но выдвигал требования, чтобы Хаджи-Тарханом Адель-Гирей владел не как вассал крымцев, а как вассал русских. Девлет-Гирей напоминал, что речь шла еще и о Казани. Иван Грозный соглашался и с этим требованием, однако предлагал обменять эти юрты на большую сумму деньгами. И когда на следующий год Девлет-Гирей, ничего не дождавшись, снова отправился подкреплять свои требования очередным разрушительным ударом, крымское войско на пути к Москве встретило уже не разбегающихся в панике холопов, а отлично подготовленный на немецкий манер колесный Вагенбург, а также войско с обильным огнестрельным вооружением и, соответственно, целым ураганом свинца. То есть разница в уровне вооружений уже начала сказываться. Хан утратил в этом бою множество воинов, потерял убитым одного из своих сыновей, одного из первейших беев. Словом, вся эта кампания завершилась печально для Крыма. Знаменитое сожжение Москвы никаких выгод Крыму не принесло. Девлет-Гирей планировал взять Хаджи-Тархан в следующем походе в 1572 году, однако поражение под Молодями резко ослабило силы крымцев, и позиции Ивана IV изменились, он уже не обещал ни юртов, ни денег. В 1588 на престол взошел Гази II Гирей, он был представителем уже совсем другого поколения, накопив богатый военный и государственный опыт не только в Крыму, сколько в Турции. Соответственно, Гази II Гирей был весьма далек от волжско-ордынской проблематики. Похоже на то, что этот хан, поглощенный делами совсем на других направлениях своей политики и будучи чистым прагматиком, просто не видел смысла в дальнейших спорах за территории, которыми Крым в реальности никогда не владел. Став ханом, он куда больше интересовался не символическим верховенством Крыма над Волгой, а установлением реального контроля Крыма над Молдовой и Валахией. Тем не менее, спустя 20 лет после похода своего отца Гази-Гирей II повторил попытку штурма Москвы и столкнулся с мощным отпором. Будучи более опытным воином, чем его отец, он сразу оценил обстановку и отступил без тех потерь, которые пришлось понести Девлет-Гирею. А затем он заключил мир с царем
И в этом мирном договоре хан уже не только не вспоминал про Волгу, но и признал за московским правителем титул царя. Это значило не просто то, что московский правитель отныне воспринимается в качестве равного крымскому хану, но и то, что Крым признавал фактическую принадлежность Казани и Астрахани Москве. Этот спор тянулся около 40 лет. И закончился он тем, что Гази-Гирей II все-таки признал царя царем, и на этом, юридически говоря, была поставлена точка в борьбе Крыма и Москвы за ордынское наследие. Непростые взаимоотношения Москвы и Бахчисарая не перестанут будоражить умы людей вплоть до сегодняшних дней, и в будущем мы обязательно продолжим беседы о Крымском ханстве. Это государство уникально по многим параметрам, и в первую очередь тем, что сумело сохранить свою субъектность и огромное влияние на евразийском пространстве после распада Золотой Орды. Друзья, мы ждем от вас мощных крымских лайков под видео. Обязательно напишите в комментариях, сложилось ли у вас достаточно ясное представление о Крымском ханстве. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Ассаламу алейкум, сау и всем мира. Пока.